Над Центральной Азией нависает огромный конфликт, и многим надеются, что он не станет кровавым. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Строящийся в Афганистане растительный канал направлен на преобразование сельскохозяйственного ландшафта, обеспечивая водой миллионы граждан, страдающих от регулярных засух. По завершении строительства канал Куштыпа протянется на 285 километров и поможет орошать засушливые северные провинции страны. Соседние Узбекистан и Туркменистан, однако, чрезвычайно обеспокоены влиянием на их систему водоснабжения. Канал будет направлять ресурсы из реки Амударья и сократит поставки для двух стран, которые использовали воду из этого источника еще с советских времен. Узбекистан и Туркменистан могут потерять до 15% текущего водотока после завершения водного пути в 2028 году. В апреле, во время визита в Кабул, узбекская делегация выразила беспокойство по поводу плана направить воду в северный регион Афганистана. Представители Талибана ответили, что Кабул имеет такое же право на доступ к воде, как и его соседи, и что у трех стран нет официальных соглашений о ее использовании. Подтверждая, что государства имеют право использовать транснациональные реки, Никрус Кадыров, профессор международного права Национального университета Таджикистана, отметил, что это относится как к верховьям, так и к низовьям. Вопрос распределения воды трансграничных рек регулируется на основе межгосударственных соглашений, сказал он. Например, Таджикистан не может нарушить права Узбекистана в этом вопросе. Более того, Афганистан не может игнорировать права стран низовья течения. Если Афганистан или Таджикистан принимают во внимание только собственные интересы, то что будет с интересами Узбекистана и Казахстана? Когда они пришли к власти в августе 2021 года, Талибан продолжил начатую предыдущим правительством работу. К тому времени было построено 7 километров канала. Строительство ускорилось при их правительстве, и спутниковые изображения показывают, что примерно 100 километров канала были построены между мартом 2022 и маем 2023 года. Вода – это критически важный ресурс для Афганистана, так как страна сталкивается с беспрецедентным гуманитарным кризисом. Согласно данным структуры ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, почти 17 миллионов человек или 40% населения сталкиваются с серьезной нехваткой продовольствия, при том, что 80% населения зависят от сельского хозяйства для пропитания. Влияние изменения климата глубоко влияет на периоды роста урожаев и урожайность, усугубляя опасность продовольственного дефицита. Среди пустынных территорий Афганистана лежат нетронутыми огромные запасы водных ресурсов. Более 80% вод страны берут начало в горах Гиндукуш, которые обеспечивают непрерывное течение крупных рек в течение всего года, поскольку снег тает летом. Тем не менее, неудовлетворительная инфраструктура водоснабжения представляет собой огромные проблемы в обеспечении бесперебойного доступа к воде. История конфликтов и оккупации в Афганистане препятствовала развитию обширных гидравлических структур и каналов. Качество строительства – ключевая озабоченность. Спутниковые изображения указывают на то, что методы строительства являются элементарными, без какого-либо реального укрепления или облицовки для дна и берегов канала. Это создает риск значительных потерь воды из-за просачивания в сухую песчаную почву, что усугубит и без того насущные проблемы заселения и заболачивания орошаемых земель. Действительно, по словам Садида, недавние события указывают на эрозию некоторых частей отводной дамбы канала. Отсутствие устойчивых юридических механизмов, регулирующих процессы водопользования в регионе, которые влияют на водозаборы и управление рекой, усложняет ситуацию. Афганистан не является участником Конвенции по охране и использованию трансграничных вод 1992 года, которая служит краеугольным камнем управления трансграничными реками и озерами. Он также не является частью Алматинского соглашения 1992 года, регулирующего использование рек, а более раннее соглашение 1946 года с СССР больше не действует. Безусловно, есть место для переговоров, поскольку Афганистан зависит от своих соседей в отношении других жизненно важных ресурсов. Например, Узбекистан обеспечивает Афганистан электроэнергией, а Туркменистан – газом. Однако изменение климата, скорее всего, создаст дополнительное давление, и правительства должны посмотреть за горизонты международных соглашений и принять устойчивые методы сельского хозяйства, такие как диверсификация культур и устойчивые методы орошения, такие как системы капельного орошения и повторное использование собранной источной воды. Садид отметил, что из-за быстрого таяния ледников на Памире объем воды в реке Амударьи увеличится до 2050 года, однако это означает, что затем он начнет уменьшаться, усугубляя споры о воде.
и что может привести к огромным кровавым конфликтам. Совершенствование системы орошения в более широком регионе имеет ключевое значение. Например, Узбекистан и другие страны региона должны работать над совершенствованием технологий орошения и их улучшением, продолжил Садид. Если мы не модернизируем систему орошения, несомненно, в регионе возникнут большие конфликты и споры из-за воды. Но наше правительство думает только о том, как обогащаться и требовать от населения, а реальную помощь, такую как новые виды орошения или строительство дополнительных каких-то систем, они об этом, похоже, вообще не думают. Как вы думаете, что будет в ближайшее время между странами и возможен ли большой конфликт из-за воды? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.